Пышные юбки, элегантные платья и красивые цветочные композиции в руках. Представительницы прекрасного пола собрались вместе для того, чтобы подарить радость прохожим. А желающих поучаствовать в акции в этом году набралось немало. Организаторы флешмоба группа «Супермамочки Сибаи» совместно с администрацией города остались довольны не только нарядами слабого пола, но и массовостью мероприятия. Сегодня день рождения у писательницы Ольги Валяевой, которая пишет о женщинах и для женщин. Инициатива это была ее. Сейчас этот праздник проходит в 19 странах мира и в 236 городах на сегодняшний день. В это время женщины в красивых платьях выходят на центральную площадь города и делают мир немножко красивее, чуточку добрее. И в этот день женщины должны вспомнить о том, что они женщины, что они должны ходить в красивых платьях, украшать этот мир и нести красоту. Красота спасет мир. Для самих участниц подобное мероприятие не только прекрасный повод выгулять модное платье, но и отличный способ обзавестись новыми знакомствами и зарядиться положительными эмоциями. Знаете, получается такой заряд энергии. Получаем заряд энергии, все такие красивые. Глядя на такую красоту, сам становишься еще красивее, еще любимее и начинаешь близких любить еще больше. Понятие женственности и красоты для женщины всегда актуально, правильно? Вот. Хотелось посмотреть на красивых женщин города Сибая, просто посмотреть, как организовываются вечера у нас, потому что город маленький и такие, праздники нечастые, и поэтому сюда хочется прийти посмотреть, как выглядят наши женщины. Основная цель организованного флешмоба – напомнить каждой женщине, что она прежде всего женщина. Несмотря на то, что приходится работать на 2, а то и 3 работах, успевать собирать урожай в саду, хлопотать по дому и сохранять домашний очаг. О красивом вечернем платье порой даже и вспоминать не приходится. А потому и переоблачилось большинство представительниц прекрасного пола, как Марлен Дитрих, в брючный костюм. Подобные мероприятия напоминают самым красивым из рода человеческого о том, что за суетой дней нельзя забывать о себе и своем предназначении. Именно женщина дарит женщине цветы, делится своим хорошим настроением, своей женственностью с женщинами, которые об этом немножко забыли, которые идут уставшие с работы, загруженные хлопотами, бытовыми вопросами. Суть праздника в этом – это флешмоб, это добровольный праздник. Вообще, мне кажется, что на сегодняшний день, к сожалению, очень часто встречается такое понятие, как женственные мужчины и мужественные женщины. А женщины часто, наверное, забывают о своей истинной, так скажем, сущности, своей природе, берут на себя бразды правления, становятся лидерами, преуспевают больше в карьере, нежели в семье, ставят приоритет именно на эту сферу своей жизни. И мне кажется, это не совсем правильно. Конечно, социально реализовываться тоже нужно, но для женщины всегда и во все времена на первом месте должна стоять именно семья. Поэтому сегодня мы вместе с дочкой тоже решили нарядиться, прийти принять участие в этом флешмобе. Мужчины должны быть главными в семье, мужчины должны брать на себя за всю ответственность, но мы должны их всегда поддерживать и приободрять. Женщина должна оставаться женщиной. Такая у нас на сегодняшний день сложилась ситуация в стране, везде, что женщина ведущую роль составляет в семье. Мужчину настраивает на положительный лад. Своих детей она всегда оберегает, поэтому хранительница очага. Насыщенный летний вечер женственности завершился не только приятными пожеланиями, отличным настроением, но и ясным осознанием того, что рожденная женщина должна быть такой во всем. Даже если кому-то не удалось поучаствовать в этом флешмобе, то можно и даже нужно хотя бы 1 день в неделю делать прически, надевать красивые платья и влюбляться. Прежде всего в саму себя. Ринат Музафаров, Елена Афанасьева, Азамат Галин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.